Помните, во время больших белорусских митингов год назад, когда казалось, что у вышедших на улицу все получается, и что это самый веселый и живой протест последних лет на постсоветском пространстве, на шествие выходили волынщики. Играли, в частности, «Перемен Цоя». Эта группа «Ирдорат» называется. Да, ну вот 2 августа, то есть 2 дня назад, музыкантов задержали. Причем с привлечением СОБРа, специального отряда быстрого реагирования. В общей сложности в отдел милиции доставили 16 человек. Что вменяется? В августе прошлого года группа волынщиков неоднократно возглавляла колонну протестующих, чем вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан. Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров, заявляют в МВД Беларуси. Что грозит музыкантам группы «Ирдорат», обсудим прямо сейчас с Сергеем Будкиным, руководителем Белорусского совета по культуре. Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите подробности, правильно ли я передала факты и какие у вас ожидания? Знаете, я, наверное, раз 20 посмотрел уже это видео, которое было распространено пресс-службой Министерства внутренних дел Беларуси вчера, на котором показывали в том числе кадры задержания и рассказывали про то, что угрожает задержанным. И я не могу все равно поверить, хотя каждый день что-то случается, каждый день заходят к кому-то. Сегодня вот приходят к аналитикам, социологам, философам, приходили к журналистам и пришли настолько, что у нас нет уже рабочих независимых СМИ на территории Беларуси. Теперь приходят тоже к музыкантам, потому что культура, она всегда была впереди, но тогда не было понятно, что с ними делать. Сейчас я смотрю по тем делам, которые сейчас раскручиваются, что, да, серьезно занялись в том числе музыкантами, которые активно поддержали протесты. В ситуации с «Ирдорат», как рассказала одна из задержанных, это солистка группы «Байкрай» Александра Гроховская, которую вчера судили, у нее маленький ребенок, поэтому ей дали только штраф и отпустили. На суде она рассказала, что их задерживали с применением силы и оружия. То есть во время того, как их задерживали, стреляли. То есть, вверх, не знаю, в бок или по ним. Но вроде как не попали никуда. Но факт использования оружия при задержании, в принципе, людей, которые спокойно себе сидят и только начали праздновать день рождения солистки группы «Ирдорат», это просто не помещается все равно. Да, это все было где-то под Минском, да, на даче, да, это было под где Минском, отмечали на день даче. Рождения. Причем вменяют, вот прямо сейчас идут суды также над задержанными, вменяют неподчинение требованиям милиции за то, что просто не открыли ворота. Как звучит на суде вот эта формулировка, но дело в том, что ворот не было. То есть на эту полянку, где они сидели около дома, можно было зайти спокойно просто с улицы. И поэтому вот эти забегавшие собровцы там и еще там какие-то силы были взяты с автоматами, которые стали ложить людей на землю, это просто какой-то сюрреализм, но мы к нему уже как-то даже и привыкаем, знаете. Да, точно известно, что как минимум 5 людям задержанным, в том числе и лидерам группы «Ирдорат» Надежде и Владимиру Калачам, угрожает криминальная статья. Это грубое нарушение общественного порядка. То есть аккурат вот за это видео, которое вы показали, за то, что они играли на инструментах во время маршей, им сейчас угрожает до 4 лет тюрьмы, если я не ошибаюсь, по этой статье. До 4 лет тюрьмы за то, что они играли на марше. Да. Да. В последний год солисты или просто участники группы какую-то политическую деятельность вели, активную, я имею в виду, там, не знаю, поддерживали лидеров оппозиции или как-то еще проявляли свою гражданскую позицию?
Ну, безусловно, тут пересчитать невозможно, но подавляющее большинство, в принципе, творческих людей совершенно понятно, что поддержали вот эти свободные марши, так или иначе поддержали и кандидатов в президенты, потому что некоторые играли на концертах в поддержку. И все это было тихо, мирно и вот в атмосфере такого праздника, который вот ощущается на том же видео, которое мы смотрели. Что касается группы «Ирдорат», после того, как это видео показали, там, по-моему, там и по Евроньюз оно прошло, и по каким-то там зарубежным медиа, их сразу вызвали и уволили с того места, где они работали, там методический какой-то центр, я сейчас точно не назову, как он звучит, то есть они там просто были пристроены, и какие-то курсы, какие-то кружки там вели, поэтому они остались без работы. Ну, они такие успешные довольно музыканты в своем стиле, они известны в Европе, поэтому голодать они не будут. То есть у них выходят альбомы на немецком лейбле, они приглашаются на крупнейшие фестивали, поэтому ну, совершенно непонятно, то есть, как возможно вообще задержать людей за то, что они играли на инструментах, но у нас это периодически. То есть просто уличного музыканта, который играет в переходе, спокойно могут забрать на 15 суток, если он играл протестную песню или песню на белорусском языке. Поэтому, да, то есть они не допускали каких-то резких выпадов, то есть они довольно политически, насколько я видел их в сетках, то есть никаких там ни призывов, ничего не было, поэтому абсолютно миролюбимые творческие личности, которых очень много сейчас сидит в тюрьме. Скажите, какие у вас прогнозы с учетом происходящего с группой «Ирдорат»? Те, кто не будет посажен, уедут из страны. Что будут делать остальные ваши знакомые, те, кто участвовал в акциях протеста год назад? Какие у вас данные о настроениях сейчас в среде свободных музыкантов? Мы скатываемся до такого, знаете, наверное, средневекового кошмара, да. То есть мы идем ровненько к тому, что, возможно, инакомыслящих просто будут вешать на столбах, на площадях, а люди, какие-то обыватели будут проходить мимо с авоськой в магазин. К этому все идет, потому что то, что мы смотрим, то есть мы зафиксировали более 600 там, ситуаций репрессий, конкретно среди работников культуры. Да? И эта цифра растет постоянно, растет количество каждый день тех, кто уезжает легально, нелегально. То есть целый день вот у нас посвящен тому, чтобы рассказать, как можно уехать, потому что уехать-то с Беларуси не просто, даже если ты просто не под криминалкой даже, да. Даже если у тебя виза есть, с Беларуси сложно уехать. Плюс сейчас вот идут суды, наверное, 3 центральные, если есть время, я скажу, вот 3 центральные дела, которые сейчас идут. Лидер культовой метал-группы Godstower Лесли Ножик, он приговорен к 3 годам ограничения свободы. Сейчас будет апелляция. До этого музыкант Игорь Банцер, который, по-моему, был у вас в эфире как-то, когда вернулся с голодовки сухой, 16-дневной. Его судили после полугода тюрьмы и карцера на 1,5 года ограничения свободы. И вот завтра будут судить известного на Украину, на всю Россию музыканта, лидера группы «Брестская дай дорогу», Юрия Стыльского. Его клип на песню «Баю-бай» будет признан экстремистским. Понятно. Что с ним самим будет, я не знаю. Но это значит, что за просмотр клипа группы «Дай дорогу» можно попасть тоже за решетку. Да, не только за распространение, но и за сам просмотр. Я вас благодарю. Будем следить за всеми этими делами. Это Сергей Будкин, руководитель Белорусского совета по культуре.